Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце о главных темах. Проверка дел и постановка задач. Поэтому никаких задержек. Все, что нужно. Что по поводу трассы М-12 поручил Рустам Минниханов, расскажет Дмитрий Аринин. Нехватка кадров и лишь наполовину загруженные мощности на сельхозпредприятиях. Если сельский труженик будет знать, что его продукцию купят, и купят по согласованной цене. Планируется ли развитие потребительских кооперативов в Татарстане? Подробности у Натальи Мединой. Торакальные хирурги из разных стран встретились в Казани. Мы зачастую даже такие вещи выполняем амбулаторно. Я уверен, что такие технологии в Казани нужны. Уникальную операцию увидела Алия Хайрудинова. Сразу несколько серьезных аварий произошло на коммунальных сетях Татарстана. Так, в Чистополе без воды остались более 30 тысяч человек и десятки социальных объектов. Это садики и школы. В Казани на проспекте Ибрагимова второй прорыв за 2 дня. Без воды 12 жилых домов. Схожая ситуация на перекрестке Гвардейской и Аделя Кутуя. И на улице Читаева. В поселке Юдино не открылся детсад из-за аварии на водопроводе. Что же происходит с системами водоснабжения с аварийных участков? Наши корреспонденты. Первое сообщение о прорыве поступило накануне в районе 6-7 часов вечера. Спустя 20 часов авария до сих пор не устранена, и вода продолжает течь. Всю ночь почти полгорода без воды. На сухом пайке, по данным МЧС, оказались больше 30 тысяч чистопольцев. По словам местных жителей, это уже вторая крупная авария в этом году. Было где-то, наверное, недели 2 назад, я не помню уже точно. Тоже отключали? Да, тоже где-то прорвало. Где-то на сутки, наверное. Часто бывает. Постоянно почти. И что делаете? Что делать? Запасуемся, наливаем кастрюли, ведры. 1, 2, 3 отключали. За зиму, получается? Да. Водоснабжение в городе полностью восстановили к часу дня. При этом место прорыва к этому времени коммунальщики так и не нашли. Авария случилась на водопроводе, который проложили в середине прошлого века. В местном водоканале признаются, аварии на этом трубопроводе происходят не первый год. И зимой, и летом. Ежегодно на этом участке аварии случаются. Менять есть необходимость. Но для того, чтобы менять этот микрорайон, скажем, именно в этом месте, опять надо город закрывать примерно на неделю, без воды оставить надо. И средства мы найдем, все остальное. Весь вопрос скандал народа. Значит, что такое? В исполкоме о проблеме знают, только заменить не смогли. С одной стороны, Чистопольский водоканал – частная компания, с другой – просто не было финансирования, говорят здесь. Да, есть обращение к президенту, оно одобрено. Мы ждем выделения финансирования. Проектирование уже ведется, оно как 3-летняя программа разработана совместно с фондом газификации бывшим, сейчас Главное управление инженерных сетей. После того, как место прорыва будет найдено, воду в городе снова придется отключить. Специалисты планируют сделать это ночью и справиться за 1,5 часа. Тем временем коммунальные сети не выдержали, и в Казани, в столице, сразу несколько прорывов. Из поселка Юдино. Айгуль Бадрудинова. Да, действительно, сегодня этот детский сад номер 243 в поселке Юдино не смог принять детей, так же, как и вчера. 142 ребенка не попали в учреждение. Как нам здесь объяснили, отопление работает, но нет воды. Работы по устранению причин ведутся здесь уже 2 дня. С 8 вечера, насколько мне известно, до 2 часов ночи. То есть они вели работы, то есть и работа до сих пор продолжается. Такого у нас не было. То есть детский сад 79-го года постройки. Еще одной напряженной точкой на ледяной карте Казани стал проспект Ибрагимова. Там за последние 3 дня второй прорыв сетей. С места чрезвычайной ситуации Дмитрий Аринин. Да, на проспекте Ибрагимова сегодня люди стекаются к таким цистернам с водой. Так пенсионерка Асия Закиева вынуждена несколько раз за день ходить за водой к водовозке. На проспекте Ибрагимова это уже 2-я авария за 3 дня. В кранах нет ни горячей, ни холодной воды. 5-6 ведер надо для того лета. У нас ведь семья большая. Все же ночью доварили. Мы уж радовались. А утром смотрим, опять на ремонт оставили. Неприятная ситуация. Мы же все-таки оплачиваем деньги, платим за это. И, в принципе, хотелось бы, чтобы нормальные трубы ставили, а не гнилые.
Авария произошла почти в том же самом месте, что и 2 дня назад. Сегодня здесь опять аварийные службы водоканала. На время работ от водоснабжения снова отключили те же 12 жилых домов. Работы ведутся непрерывно. Бригадами МУП «Водоканал» произведено технологическое переключение во избежание отключения большего количества абонентов. Приблизительное окончание производства работ – вечер сегодняшнего дня. Причина аварии – ветхость данного водопровода. То, что в жилищно-коммунальном хозяйстве республики накопились проблемы, констатировали еще месяц назад на коллегии Минстроя. Как казалось, треть сетей вода и теплоснабжения нуждаются в замене. Тогда и накануне уже на сессии Казгордумы Рустам Минниханов указал, что коммунальщики не должны экономить на своих инвест-программах. Особенно этот год показал, что износ коммунальных сетей, у нас достаточно много случаев по тепловодам, по водоводам. Это не случайно, потому что инвестиционной составляющей не хватает. Если мы не будем заниматься восстановительным ремонтом, модернизацией, конечно, эта тема, она всегда будет серьезной. Отметим, что с начала этого отопительного сезона в Татарстане произошло уже более 1000 инцидентов и аварий. Большая часть связана с водоснабжением. Дмитрий Аверин, Айгуль Бадрудинова, Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Чистополь. Рустам Минниханов призвал жестко следить за соблюдением графика работ по трассе М-12. Сегодня президент Татарстана провел выездное совещание по строительству скоростной автодороги. Перед встречей Рустам Минниханов на вертолете облетел районы, где будет проходить новая трасса. Руководством страны поставлена задача построить дорогу за 3 года. На какой стадии сейчас проект и какие вопросы подняли на встрече, узнаем далее. Подготовительные работы у нас запланировано завершить в феврале по этапу 7. Как доложили президенту, сейчас по конкурсным процедурам определены подрядные организации. В Татарстане строительством трассы М-12 займутся федеральные компании «Автодор» и «Трансстроймеханизация». Сейчас они ведут подготовительные работы. Это строительство временных подъездных дорог, обустройство площадок, инженерно-геологические изыскания. Начата работа на мостовом переходе через Волгу. Основные работы по проектно-сметной документации завершаются и получается положительное заключение экспертизы в августе месяце. Что сейчас происходит на месте будущего строительства, Рустам Минниханов посмотрел с вертолета. Президент облетел Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестричинский районы. Протяженность автодороги по территории Татарстана составит 142 километра. Рустам Минниханов призвал жестко соблюдать все графики. Дорогу нужно построить за 3 года. За 3 года такой объект построить – это очень серьезная задача. Но ничего. Поэтому никаких задержек. Все, что нужно, графики по республике, чтобы все графики были. Недельный график, месячный график, квартальный график. Объект уникальный, никаких сбоев не должно быть. Вот глава здесь, это объект, эта дорога нужна нам. В первую очередь это экономический эффект, что называется время и деньги. Магистраль станет частью континентального пути Европа-Западный Китай. Доехать из Казани до Москвы можно будет в 2 раза быстрее, за 6,5 часов. Макроэкономический эффект для всей страны составит более 2 триллионов рублей. Рустам Минниханов поручил лучше следить за состоянием региональных дорог, которые будут использованы для строительства М-12. Нужно усилить конструкции дорожных покрытий, а также обеспечить их нормативное состояние по окончанию строительства скоростной магистрали. Дмитрий Аверин, Давид Абдуллин, ТНВ, Казань. Потребкооперативы Татарстана не только развивают бизнес, но и решают социальные задачи на селе. Об этом сегодня Рустам Минниханов говорил на итоговом собрании Татпотребсоюза. Оно прошло в Казанском кооперативном институте. Для участия из Москвы приехал председатель правления Центрсоюза России Дмитрий Зубов. Как намерены привлекать молодые кадры на село? Почему в каждом 3-м районе нет райпо? И станет ли больше автолавок в деревнях? Расскажет Наталья Мизина. Потому что раньше хлеб выпекали дома, моя мама выпекала. И мы со старшим братом ждали
Круглый хлеб вот такой. На вопрос о любимом хлебе Рустам Минниханов говорит однозначно: тот, который испекли дома. Сегодня президент так по-домашнему открывает новую международную школу гостеприимства в кооперативном институте. Мы здесь учим ресторанному делу. Ресторан, а этажом выше целая 5-звездочная гостиница. Абсолютно подготовленными уже приходят к нашим кадровым партнерам на наше предприятие индустрии, сервиса и гостеприимства. Нет, это не спа-салон, это лаборатория в кооперативном университете. Теперь в новой международной школе 7 тысяч студентов могут получить реальный опыт гостеприимства, ресторанного дела, хлебопечения и многого другого. А по окончании университета будут уверены, что будут востребованы не только в республике, но и по всей России. Производство сельхозпродукции, заготовка, переработка и реализация нуждается в молодых кадрах. Сегодня весь потенциал потреб кооперативов Татарстана Рустаму Минниханову представили на выставке. А вот это соответствует килограмму картошки, стоит 80 рублей. Зачем бюджету такая картошка? Сельское население не будет вот этого. Благополучие и развитие села сегодня на первом плане. Актуальные проблемы и задачи обсуждают уже вместе с главами районных кооперативов. Кто может выездную торговлю организовать? Кто будет заниматься заготовкой? Рустам Минниханов говорит о вопросах, которые требуют от кооперативов решения в кратчайшие сроки. Президент просит взять на контроль объем заготовок, сельхозпродукции и сырья. В 13 районах система отсутствует вовсе, страдают и производственные мощности. Я когда работал, мы перерабатывали, производили то, что у вас, это вообще это детский сад. Значит, и то у вас на 45% загружено. 45% загрузки – это значит то, что эти объекты у вас убыточные, людям зарплату надо платить. Надо загружать все перерабатывающие мощности, создавать, продвигать эту продукцию. Сейчас особое внимание сельской торговле. Так, за последние 3 года построено 97 блочно-модульных магазинов. В этом году сдадут еще 16 объектов. Если сельский труженик будет знать, что его продукцию купят, и купят по согласованной цене, то он, конечно, произведет гораздо больше и будет спокойно заниматься производством своей продукции, уверенной в своем будущем. В завершении встречи подписание 3-стороннего соглашения о сотрудничестве Татарстана, Центра Союза России и Союза организаций кооперации республики. По документу до 2025 года кооперативы будут обеспечены мерами господдержки. Наталья Мизина, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. На жалобу в соцсетях отреагировала прокуратура и Роспотребнадзор. Речь о ситуации, которая развивается между жительницей Казани и частным детским садом. Родительница обвиняет воспитателей в недосмотре за ребенком. Оставляли малыша одного в пустом помещении, кормили вчерашней пищей. История запутанная. Ребенка из садика забрали еще в октябре. Пост в соцсетях появился только сейчас. В этой истории много эмоций. Теперь в этом во всем предстоит разбираться прокуратуре и Роспотребнадзору. Юлия Гоголева выслушала мнение сторон. Они могут сказать, что это все детские фантазии. В этот детский сад 3-летний сын Гульнас Нигматуллиной ходил всего 2 месяца, но так и не смог адаптироваться, говорит мама. За ребенком она наблюдала через приложение в телефоне и каждый раз волновалась, когда Альвира выводили из группы за пределы видимости камер. Ей говорили, что это делают, чтобы из-за плача сына не расстроились остальные дети. Однажды, со слов Гульнас, сына увели и оставили без завтрака. Сын говорит, что его уводили в раздевалку, его закрывали. Одного. Говорит, я плакал. Меня побила, ругала. Вскоре после этого дома у мальчика появилась странная игра. Он брал связку ключей и делал вид, что закрывает комнату на ключ, со словами «поиграем в садик». При этом в само дошкольное учреждение ребенок шел со слезами. Гульнас приняла решение расторгнуть договор с садиком и пригласила быть домашней няней сотрудника детского сада. Я говорю, может, он выдумывает? А она мне сказала, говорит, нет, Гульнас, говорит, он не выдумывает. Мама Альвира решила ситуацию вынести на всеобщее обсуждение, разместила пост в соцсетях. На сегодня под ним больше 1000 комментариев. Также она обратилась в прокуратуру. Сегодня в садике началась проверка. Опрашиваем сотрудников, бывших сотрудников данного частного детского сада, устанавливаем обстоятельства всего. При выявлении нарушений, а также нарушений прав ребенка, нарушений федерального законодательства, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Опросили сегодня и нянечку, которая работала в группе, когда ее посещал Альвир, ту самую женщину, которая якобы рассказала маме о ситуации с ее сыном. Сегодня Альбина Гарифуллина утверждает, такого не говорила. Из-за истории у нее уже случился нервный срыв.
Выводили, чтобы успокоить. Он всегда говорил: мама, Кукя идет стучиться. На второй этаж ходили, Монтессори ходили. Вот. Но просто когда плакал, дверь закрывали. Вот, наверное, вот от этого, может, он и говорит, что дверь закрывали. То есть он один никогда не оставался? Никогда не был. Кроме претензий к педагогам, у мамы Альвиры есть нарекания и к качеству питания в садике. С ее слов, остатки еды замораживались и использовались повторно для приготовления других блюд. Остатки от обедов у детей, она говорит, я все выкидываю. И на меня, говорит, повар, отдай, ее наругала, что, мол, ты делаешь, мне отдай, потому что я, говорит, это все буду замораживать. И на пирожки, говорит, это идет все на ужин. Заведующая этого частного сада от комментариев на камеру отказалась, сославшись на свой ответ на официальном сайте детского сада. Мы действительно собираем отходы, но не для заморозки и дальнейшего использования. Некоторые наши сотрудники увозят их для собак. Многие родители детей, которые посещают этот детский сад, не согласны с мамой Альвира. Для нас, для родителей, это вопиющая ложь, потому что если бы какие-то инциденты были, они бы и случались и ранее, за эти полгода, но у нас в группе все в порядке, у нас дружный коллектив. Идеальное питание. Я не знаю, я не встречала нигде такого питания. Подтвердятся ли жалобы Гульнас Нигматуллиной, будет известно лишь только после окончания проверки Роспотребнадзора и прокуратуры. Тем временем детский садик работает в обычном режиме с 8 утра до 7 вечера. Ни один из родителей в связи с инцидентом пока не расторг с ним договор. Юлия Гоголева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. 150 торакальных хирургов со всей России, Азии, Европы собрались в Казани. Это их первая встреча после пандемии. Ежегодный симпозиум в этот раз посвятили безоперационной методике биопсии легкого, а также исправлению деформации грудной клетки. Если последним татарстанские хирурги владеют в совершенстве, то криобиопсию еще только предстоит освоить. О медицине, которая не стоит на месте, Алия Хайрудинова. Пришлось вот таким образом побывать в Казани. Ирина Седова в Казань приехала из Ярославля. В августе она переболела коронавирусом. Тогда, после КТ, врачи поставили диагноз саркоидоз. В Ярославле Ирине предложили бронхоскопию по традиционной методике. Это значит, что операция была бы полостной. На это она не согласилась и записалась к казанским врачам. И уже завтра Ирину ждет безоперационная биопсия легких. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что все-таки новая методика, специалисты, профессионалы. Немножко страшновато, правда, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Эту уникальную операцию казанским врачам сегодня демонстрирует московский пульмонолог. За 2 года в столице страны было сделано 150 таких операций. Методику уже успешно переняли в Санкт-Петербурге, на Урале очередь за Татарстаном. Если раньше для забора ткани требовалось операционное вмешательство, сейчас достаточно трубки через гортань. Мы за раз можем взять кусочек в 10-8 раз больше, чем обычно. Этот кусочек будет очень высокого качества. И, соответственно, пациенту не нужно будет возвращаться для повторных биопсий. Все можно будет сделать с первого же раза. А здесь проходит еще одна уникальная операция по исправлению деформации грудной клетки. Проводят ее врачи РКБ, и на всю процедуру уходит примерно час. На столе 14-летний подросток. У него диагноз воронкообразная грудная клетка. Врожденный недуг всегда доставляет пациенту множество проблем. От одышки при ходьбе и физнагрузках до эстетики. Во время операции в грудную клетку вставляют специальную титановую пластину. Пока в Татарстане делают 15 таких операций в год. Позволяет коррегировать все компоненты деформации, сохранить их и сократить сроки лечения. Самое главное, менее травматично. То есть мы никаких резекций не проводим. Образовательный симпозиум торакальных хирургов будет идти 3 дня. За это время казанские врачи сделают 3 операции на грудную клетку, еще 4 на легкие. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов пригласил президента Киргизии посетить Татарстан. Встреча с недавно избранным главой Киргизии Садыром Жапаровым состоялась в Москве накануне. При общении с Рустамом Миннихановым он отметил, народы Кыргызстана и Татарстана объединяют близкие языки, одна религия и общие традиции, которые необходимо поддерживать. Садыр Жапаров выразил признательность Рустаму Минниханову за личную заинтересованность в развитии и продвижении двусторонних кыргызско-татарстанских связей. Напомним, президент Киргизии прибыл в Россию с официальным визитом и уже успел встретиться с Владимиром Путиным. Хочу поздравить вас с вступлением в должность и пожелать, что все ваши намеченные планы реализовались, и Республика Татарстан, как один из
субъектов нашей страны. Ближайший друг Кыргызстана всегда готов быть рядом, и мы очень заинтересованы в наших контактах. Большое спасибо за ваше время, за возможность встретиться с вами. Спасибо вам, что прилетели из Татарстана для того, чтобы встречаться со мной здесь, в Москве. У нас очень много проектов больших, которые мы можем совместно реализовать. Наследный принц Абу-Даби Мохаммед ибн Заид направит в Татарстан 3 рабочие группы. Об этом он заявил во время общения с президентом Татарстана. Встреча состоялась в минувшие выходные во время рабочей поездки Рустама Минниханова в Объединенные Арабские Эмираты. По словам руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой, 3 группы будут работать по 3 направлениям. Первая будет изучать возможности сотрудничества в сфере продовольствия и сельского хозяйства, вторая в промышленности и еще одна в строительстве. Выросла смертность, уменьшилось поголовье скота, не хватает узких специалистов в сфере медицины. Все это о Лениногорском районе. Сегодня там прошла итоговая сессия. В ней принял участие Фарид Мухаммедшин. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитет опустился сразу на 9 позиций, занимает 21 место. Кто не дорабатывает и на что жалуются лениногорцы, расскажет Филюза Хамидуллина. Очищают, сортируют и упаковывают мешки. Это новый автоматизированный завод по очистке семян. Один из крупных на Юго-Востоке. Мощность 3500 тонн в год. Выращивают и элитные многолетние травы. Сегодня здесь Фарид Мухаммедшин. Сколько человек работает у вас? 50 человек. Какая средняя зарплата? 30 тысяч. Современное оборудование сейчас и в детской поликлинике. По нацпроекту «Здоровье» капитально отремонтировали старое здание. Новый рентген-аппарат, оснащенные кабинеты, все условия для врачей. И мы здесь сформировали отдельное картохранилище. То есть практически все амбулаторные карты находятся сейчас здесь. Кадровый дефицит – одна из главных проблем района. Укомплектованность врачами всего 49%. Как намерены решать этот вопрос, говорят уже на итоговой сессии. Чтобы полностью закрыть вопрос нехватки кадров в поликлинике и стационара, необходимо трудоустроить порядка 30 врачей. В прошлом году принято 9 врачей. В текущем году, нам с вами необходимо 10 квартир, которые мы будем выделять с помощью поддержки павок от них, тоже надо найти нам необходимых специалистов. Есть вопросы и к КПК района. Сократилось поголовье скота, снизилась урожайность. Минус 3000 голов. На 18% уменьшился надой молока. Урожайность ниже, чем в среднем по республике, 29,6, по республике 35,9, в Лениногорском районе в сельскохозяйственном секторе. В этом году заложен хороший потенциал. Снегу много, влага есть. Выросла и безработица. Район в первой пятерке и по убыли населения. Минус 554 человека. Это второе место в республике по темпам сокращения населения. Вот вы передовики. Проанализируйте, пожалуйста, с медиками, с системой здравоохранения. Это дело. Но заниматься этим нужно очень серьезно. В целом все поставленные задачи были выполнены. Резервы есть, и ими нужно воспользоваться, подытожил председатель Госсовета Республики. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Прививочная кампания идет на Нижнекамск нефтехимии. Здесь создали условия для того, чтобы работники предприятий и дочерних компаний могли вакцинироваться, не отрываясь от производства. В любое удобное время идете, прививаетесь. Мы гарантируем, что это принесет пользу и для вас, и для предприятия. Условия для вакцинации созданы, теперь сам процесс, который состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо заполнить анкету, затем осмотр у терапевта. Если температура в норме и нет противопоказаний, тогда желающий допускается к получению вакцины. Предварительной подготовки или сдачи анализа на наличие антител, согласно письму Минздрава России, не требуется. Прививаюсь обычно от всей заразы, чтобы в дальнейшем не болеть. Решил привиться. Вакцина хранится в морозильной камере, а саму процедуру проводит специально обученный медицинский работник в отдельном прививочном кабинете. Процесс занимает не больше 10 минут. Активно прививаются руководители Нижнекамск-нефтехима. Сегодня я сделал вакцинацию. Считаю, что вакцинация – это забота не только о своем здоровье, а забота о здоровье окружающих тебя людей, коллег, семьи, детей, родителей. До и после процедуры медики консультируют и дают советы о возможной реакции организма на вакцину. Так же, как и при других вакцинах, возможны местные реакции, то есть это покраснение, небольшая отечность в месте инъекции, и общие реакции, то есть это повышение температуры, может быть ознобоподобное
Марфанный синдром, могут быть боли в мышцах, такое недомогание. Это может происходить в течение 3 дней, но по истечении 3 дней все симптомы исчезают. Также врач рассказала, как действовать при появлении подобных реакций организма. При подъеме температуры помогают жаропонижающие. При покраснении или отечности в месте инъекции можно принять антигистаминные препараты. При появлении иных симптомов следует обратиться к врачу. Сделала прививку от ковида. Вот после прививки сказали, чтобы это посидеть еще минут 20-30. Самочувствие вроде нормально, все хорошо. Вакцинироваться работники Нижнекамской нефтехима и дочерних компаний могут в поликлинике и в здравпунктах на территории предприятия. Сегодня комиссия при президенте республики по сохранению и развитию татарского языка в Тюлечах. Там прошло очередное совещание комиссии с участием представителей 10 районов Татарстана. Марату Ахметову показали новые методики изучения татарского языка для школьников. Так, некоторые школы создали собственные студии по дубляжу мультфильмов на родной язык. Как смена подхода к изучению татарского языка открывает новые возможности, увидел Рамиль Шайдулин. Если вначале было слово, то потом, конечно же, они сложились вот в такие книги. Вот такие толстенные произведения искусства сейчас и формируют золотой фонд татарской литературы. Мы в Тюлечинской центральной библиотеке, и только здесь они занимают четверть всех полок. Сегодня здесь члены комиссии при президенте республики не только изучают фонд, но и задают конкретные вопросы библиотекарям. 1 декабря у нас начался конкурс «Выразительное чтение». И уже в этом году успели подвести итоги. Из библиотеки делегация переезжает в Тюлечинскую школу. Здесь рассказывают, любовь к языку прививая через историю своего народа на сцене мини-сабантуй. Такие сценки, наверное, нужны для того, чтобы дети хорошо знали свои традиции, поэтому их показывают в таком интересном формате. А вот для того, чтобы дети как можно более профессионально и открыто говорили на татарском языке, здесь тоже включают креатив. Дети сами озвучивают татарские мультфильмы. В этом году начали новый формат, чтобы детям было интересно. Выучили татарские слова, запомнили. Я так-то в будущем хочу стать актрисой, и за это мне уже надо развиваться. И вот этот мультик уже предоставляет примерно, как говорить, например, как говорить за персонажа. Было очень интересно смотреть, даже когда я сама озвучивала, смотреть этот мультик, потому что он имел историю. Что еще нужно для того, чтобы татарский язык жил, оставался интересным, говорят уже на совещании под руководством Марата Ахметова. В зале главы исполкомов 10 близлежащих районов. Еще недавно всем им ставили задачи по созданию условий для обучения татарскому языку. В райцентре 2 школы, в них сформировались 3 первых класса обучения на русском языке. Это Проотнинский район, где в школу в прошлом году пошли 145 первоклашек, из них 142 татарина, а обучение на русском. Такая же ситуация в Рыбнослободском районе. А вот в Высокогорском в прошлом году не было ни одного татарского класса. В этом уже 4. Татарский язык поистине заслуживает такого уважения и отношения. Это один из 14 таких известных, самых богатых языков планеты. Мы просто должны дорожить этим. И плюс еще очень усиленно работать по развитию и сохранению нашего татарского языка. Так что для сохранения и развития родного языка в ход идет все. Книги и конкурсы чтецов, мультфильмы и реплики персонажей. Ну или вот, например, музыка. Стоит услышать родные звуки. И рождаются родные слова. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, а выпуск на этом завершен. Всего вам доброго.
Здравствуйте! Теплые воздушные массы продолжают повышать температуру в Татарстане. О погоде на 26 февраля поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево снега все больше, а температура все выше. Ночная температура тоже повысилась. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге снег усилится. Намного теплее, чем накануне. Днем минус 12, на дорогах снежные заносы и гололедица. Будьте внимательны. Теплый снежный циклон хозяйничает и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Здесь снега будет много, а температура повысится. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе снежно и умеренно морозно, минус 11. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буилске также снег усилится. Температура продолжит повышаться, днем всего минус 6. И в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше заметно потеплело. Ожидается снег, местами метель. Теплый циклон властвует на территории Татарстана, и в субботу температура станет еще выше, а интенсивность осадков уменьшится. Полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда. Быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет, на Достоевского. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» вместо хирурга роботы помогают избавиться от грыжи без операции. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. О погоде в столице. В пятницу в Казани будет облачно. Синоптики обещают снег, местами метель. Ночью минус 16, а днем уже 10 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.